Почему сегодня на рынке труда востребованы рабочие специальности, узнавали корреспонденты СТВ. Нововведения ждут сибайский филиал Учелинского горно-обогатительного комбината. Как обстоят дела у семьи, перенесшей страшный пожар, узнаете в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Пожар, произошедший в селе Туэляс на прошлой неделе, унес жизнь хозяйки одной из квартир, оставил на улице ее супруга и многодетную семью. Как обстоят дела у пострадавших на сегодняшний день, узнавала наша съемочная группа. От двухквартирного дома, где еще недавно жили многодетная семья и пожилая пара, не осталось ничего. Накануне односельчане и просто отзывчивые люди провели здесь субботник, разобрали место пожарища. Тут же на пепелище мы и застали одного из погорельцев, Раиля Габитова. Как-то отстраиваться надо, что-то делать. Так. Вот все. Помощь, конечно, была бы, конечно, хорошо. Что делать? Сельчане помогают, хоть весь разобрали, хотя весь с работы ребята приехали, помогли все. Конечно, мужчина еще потерян, тяжело найти слова и высказать свои эмоции. Раиль Салимьянович во время пожара потерял не только дом, но и единственного близкого человека – супругу. Сам тоже пострадал при происшествии, получил ожоги. Горе хочет заглушить работой, а ее впереди много, нужно выстроить дом, только вот пока нет возможности. Помощь приходит от сельчан и горожан, помогают и коллеги с работы. Однако человеку, потерявшему все, вплоть до документов, еще долго нужна будет материальная поддержка. Многодетная семья на данный момент обеспечена предметами первой необходимости. Неравнодушные люди подключились к помощи пострадавшим оперативно. Люди несут одежду, посуду, школьные принадлежности для старшего сына, продукты, мебель. Из Белорецка привезли дрова. Но сейчас нас пока приютили временно родственники, то там, то тут ночью. Здесь холодно, вот там предоставили дом. Нежилой дом это пока. Жить невозможно, здесь очень холодно. Я одна воспитываю 3 детей, муж год назад погиб у меня на севере. Дом купил тот на материнский капитал. Вообще ни финансов, ничего теперь как-то. Все односельчанам, которые помогали тушить пожар, всем горожанам, всем, кто не остался в стороне, помогал финансово, материально и физически. Всем большое спасибо. Женщина, у которой на руках осталось 3 детей, сейчас находится в чужом доме, который мало пригоден для проживания. Поэтому все малыши распределены по родственникам. Одной из первых, кто кинул клич помощи для погорельцев в социальных сетях, стала Гульсум Борисенко, родственница многодетной мамы. Сейчас она активно помогает и Раилю Габитову в сборе средств. Первые же часы, буквально за 2 часа они одели, обули всех ребятишек, всех 3. Финансово помогает, продукты все привезли, как было сказано. На сегодняшний день, в первую очередь, что нам надо? Для этих детей, честно сказать, жилье. Где угодно жилье. Здесь в поселке муниципального нету. Это говорит о том, что здесь невозможно получить жилье. Может, где-то в пригороде еще возле Сибая, может, в Сибае что-то получится, но в таких условиях, конечно, и не прожить. Это вот единственное, что сейчас надо. И, конечно, и финансовая помощь еще требуется этой семье. Им еще на ноги восстанавливаться очень долго. Также хотелось бы сказать по поводу Раиля Салимьяновича. Он человек положительный, скромный, всю жизнь проживший здесь. Он никуда не уедет. Хотелось бы попросить, может, какие-то организации, может, кто-то, дома строятся у нас очень, может, кто-то может помочь лесом, стройматериалом. Он не уедет никуда, он хочет строиться здесь. Поэтому предоставление жилья другого ему никак. Он не может просить. Он такой человек скромный, мы его знаем почти, можно сказать, всю жизнь. Если есть такие люди, кто может помочь финансово, кто может стройматериалом для человека помочь, очень просим. И просим администрацию, не проходите мимо чужой беды. Это не чужая беда, это наша общая беда, что остались люди на улице среди зимы. В настоящее время пострадавшие пытаются восстановить душевное равновесие. В обоих случаях это получается еще с трудом. Они надеются на добрые сердца земляков. Все желающие могут поддержать материально многодетную семью Насыровых и Раиля Габитова. Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Начался период подготовки школьников к выпускным итоговым экзаменам. Перед многими встает на первый взгляд невинный вопрос «Кем я хочу стать?», который по мере взросления превратился в самый ответственный выбор в жизни будущих студентов и специалистов. Подробнее о том, кого готовит Сибайский колледж строительства и сервиса, узнаем в следующем сюжете.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует свои условия дальнейшего выбора профессий для нынешних школьников. Буквально несколько лет назад возможность найти подходящую должность, где требуется высшее образование, не составляла труда. Но сегодня все больше необходимы кадры со знанием ремесел и рабочие специалисты. Давно устоявшиеся проблемы, как доступность высшего образования, сокращение должностей, понижение заработной платы, несоответствие норм условий труда, а также вкупе слабое привлечение школьников в техникумы и училища, дали свои плоды. Профессия рабочего нуждается в рекламе и популяризации. Сибайский колледж строительства и сервиса готовит около 11 специальностей, причем спектр возможных профессий гораздо шире у всех представленных квалификаций. Ассоциации рабочего с грязной и грубой деятельностью можно откинуть прочь. На сегодняшний день ремесла, требующие аккуратности и утонченного вкуса, снова как нельзя актуальны. Так умение выполнять эскизы, находить варианты цветовых решений, навыки графики найдут свое применение на практике в профессии изготовителя художественных изделий из ткани с художественной росписью. Чтобы не ограничивать их в рамках своей профессии, мы учим их расписывать дерево, работать с шерстью, выполнять вышивки различные, и даже осваиваем современные материалы, такие, допустим, как фоамиран. Они могут на продажу, на заказ какие-то делать оформления к свадьбам или просто для модниц какие-то аксессуары создавать. Реализация внебюджетных денег с продаж изделий, сделанных студентами, идет на поддержку обслуживания и обновления обучающего оборудования. Студенты имеют возможность не только в учебных цехах проявить свои навыки, а также принять участие в заказах от частных лиц, индивидуальных предпринимателей и производств города. Результаты освоения ремесла прекрасны своей возможностью проявления потенциала студенчества. И это касается не только прикладного творчества. Отработка мастерства у будущих технологов, конструкторов швейного производства, технологов общественного питания и кондитеров, а также столяров и плотников находит еще в студенчестве своих первых потребителей и постоянных заказчиков. А сварщики, мастера общестроительных работ, в числе которых монтаж стальных и железобетонных конструкций, мастера отделочных строительных работ и автомеханики уж точно никогда не останутся без дела. Их начинают привлекать к учебной практике уже в стенах учебного заведения, где наряду с опытными мастерами они получают необходимые советы в их дальнейшей профессии. Как отмечают мастера учебного производства, главное научить ребят любить свою работу и уметь преподнести свои услуги потребителям. Студенты в обязательном порядке получают знания коммерческой деятельности в условиях российского рынка, что становится еще одним важным подспорьем для особо предприимчивой молодежи. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Другим темам. Технопарк Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината за последние несколько месяцев подвергся значительной модернизации. В эфире нашей информационной программы уже выходили сюжеты о плановой замене дробильного оборудования, о первом шарнирно-солнечном самосвале БЭЛ, произведенном на территории России и проходящем испытания на местном подземном руднике. А недавно технический парк предприятия пополнился новым фронтальным погрузчиком. Тему продолжит Ренат Музафаров. Технический парк Сибайского подземного рудника сегодня насчитывает 5 погрузчиков, предназначенных для горных работ на поверхности, 3 из которых представлены южнокорейской компанией Hyundai. Первый фронтальный погрузчик именитой марки поступил на службу предприятия в далеком 2006 году, последний в декабре 2017. Тот самый случай, комментирует руководство предприятия, когда качество, проверенное десяткам лет интенсивной эксплуатации, дополняет ряд технических преимуществ, выгодно отличающих модель от своих предшественников. Погрузчики Hyundai у нас работают с 2006 года, они отлично себя зарекомендовали. И цена-качество очень нас устраивает, эксплуатационные характеристики устраивают. Этот погрузчик пришел более модернизированный, уже на нем установлена система взвешивания. То есть машинист уже видит груз в ковше, какой объем находится, какой вес. Также на нем стоит автоматическая система смазки, автоматическая система пожаротушения. Ну, машина более новая, модернизированная уже. Соответственно, на ней характеристики подняты, более производительная, более удобная для машинистов будет в эксплуатации. Машина хорошая. Вот, например, машина, вагоны грузить, руду, бела загрузить. Сколько тонн надо, сколько тонн положил. 30 надо, 30, 35, 35. Сколько тонн загрузил, сколько загрузил. Вот некоторые спрашивают, вот приезжает, загрузи меня 10 тонн. Пожалуйста, взял 10 тонн. Загрузил, отправил.
Айрат Кудашев – машинист погрузчика 6-го разряда с почти 20-летним стажем. За эти годы под управлением Айрата успели побывать многие карьерные погрузчики. Своеобразную приемку довелось пройти и каждый из 3 хундаев. Последняя модель, по мнению опытного машиниста, служит воплощением технического прогресса, значительно облегчающего их труд в 21 веке. Ну, это уже не первая машина, конечно, уже. Много уже получали, но хорошая техника. Но себя оправдает. Центральная смазка, все удобство, все хорошее. Насчет задней видеокамеры, он назад задаешь, телевизор смотришь, он сзади все у тебя показывает. Это ваши голову лишний раз не поворачиваешь. По телевизору смотришь, и зеркала даже не надо, можно сказать. Насчет камеры, это хорошая штука сделана. Ваша хорошая машина. Ну, мне нравится, не знаю. Каждый машинист говорит, сел бы такой машиной и работать, с удовольствием. Другое обновление в составе технопарка – топливозаправочная машина отечественного производства ГАЗ. Модель выбиралась по критериям оптимального объема топливного бака, соответствующего производственным требованиям. Машина поступила накануне и пока еще не успела пройти испытания в рабочих условиях. Автомобиль-то он новый, двигатель новый, там все это, система новая, тормозная система новая, все это, АБС, все это, антибуксировка, буксовка там. Климат-контроль нету, круиз-контроль, все, печка, стеклоподъемники, так нормально, хорошая машина. Последние пополнения в техническом парке послужили финальным этапом реализации плана замена-модернизации, принятым руководством на 2017 год. Предпринятые меры, согласно полученным комментариям, позволили укомплектовать технический парк Сибайского подземного рудника в соответствии с современными стандартами автоматизации рабочего процесса. На сегодняшний день все как позиции закрыты. У нас то, что мы сразу планируем объемы, под эти же объемы планируем приобретение техники. То есть это как бы планово все идет. Нехватки оборудования на данный момент у нас, конечно, нет. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Это все на сегодня. Берегите себя. Всего доброго и удачи.